Студия Романа Пестерева представляет. В минувшие дни в сокровищнице Якутии состоялась 4-я встреча проекта «Инвестиционная среда» на тему «Ювелирно-гранильная отрасль». На площадке неформального общения представители ювелирных компаний обсуждали основные направления, тренды и тенденции развития рынка ювелирных изделий, алмазогранильной отрасли, а также самобытность якутской ювелирной школы. Обсуждалось очень много вопросов, начиная от рынка искусственных бриллиантов на просторе нашей страны и вообще в мире в целом. Также вопросы привлечения финансовых средств для развития рынка, развития мощностей рынок, сбыта и так далее, и так далее. То есть сегодня эксперты и руководители предприятий алмазогранильных, ювелирных обсудили, высказали свое мнение. Ну и понимаем то, что все-таки перспективы в развитии этой отрасли несомненно есть. В этом направлении мы с Алмаз-Регионбанком совместно планируем развивать на территории опережающего развития Кангаласы площадку по ювелирно-гранильной отрасли. В следующем году планируется уже строительство в эксплуатацию первого здания, но это будет первая ласточка, и в дальнейшем будем развивать этот бизнес на территории Республики Саха-Якутия. Мы не могли, конечно, не пройти те проблемы, те текущие, которые волнуют наших производителей. Были затронуты темы и отмены пошлины экспортной, и дороговизна кредитных ресурсов, и трудности ее получения в связи с отсутствием залогов. Очень приятно, что на данной встрече были приглашены достаточно, помимо бизнеса, разнообразные эксперты, которые рассказали о тех мерах, которые готовятся и которые будут призваны помочь как раз в решении этих проблем. Она была очень живая площадка, обсуждали много как и проблемных моментов, так и перспектив развития. Мы понимаем, что наши ювелиры и наши огранщики имеют огромный опыт и потенциал, поэтому и правительство создает условия. Сейчас идет работа по созданию Центра коллективного пользования в рамках ТОР Кангаласы. Сегодня пригласили, называется «Развитие гранильной и ювелирной отрасли». Действительно, это та промышленность, которая может стать точкой отсчета, точкой роста развития промышленности республики. Вот недавно наш Ильдархан сказал, что надо развивать местное производство, и мы как раз представляем собой местное производство, именно ювелирка и гранилка. Самая большая проблема для наших отраслей – это оборотные средства, это вот кредитование, и хорошо, что сегодня организаторы площадки пригласили наш якутский банк Алмаз-Регионбанк. В целом, если рассмотреть всю встречу, то выявили очень много проблем, что касается ювелирной промышленности. И мое мнение то, что у нашей ювелирной промышленности Республики Саха-Якутия очень большое будущее, так как наши санкции и увеличение продукции, увеличение процентов импортного производителя и так далее, оно дало, так сказать, толчок для наших местных производителей, золотая эпоха, что ли, можно сказать. И я думаю, то, что будем развиваться еще сильнее, и очень широкое будущее у нашей промышленности. Сегодня я считаю, что нужный разговор, потому что, хотя мы сейчас много говорим о развитии ювелирной и алмазогранильного производства, о кризисе и так далее, но вот детально, вот как сегодня произошло, мы обсудили, я думаю, интересные темы, потому что когда на таких серьезных совещаниях вот такого разговора за круглым столом иногда не получается. Поэтому я считаю это полезным сегодня разговор.